Деменция очень актуальная тема, ведь мы практически все имеем престарелых родителей, которые могут столкнуться с этим состоянием. Я Лина Владимировна, стационарный врач-психиатр, и сейчас я вам расскажу об этом состоянии, ту информацию, о которой мало кто говорит, и вы вряд ли найдете ее в интернете. Деменция, как приобретенное слабоумие, на самом деле встречается не только у старых людей. Она может прийти и в раннем возрасте, когда человек перенес тяжелую травму головы, оперативное вмешательство на головном мозге, опухолевые процессы, нейросифилис, эпилепсия и многое-многое другое может привести к деменции. Но сегодня я бы хотела поговорить именно о старческой деменции, той самой, которая так часто порождает наших старых пожилых родителей. Деменции бывают нескольких типов. Одни из распространенных – это сосудистая деменция альцгеймерского типа. Сосудистой деменцией, как правило, заболевают люди, которые не контролируют вовремя давление, у которых есть поражение атеросклерозом сосудов головного мозга. В анамнезе есть перенесенные инсульты, транзиторные ишемические атаки и так далее. Она может начинаться и остро, может начинаться и постепенно. Но что я хочу сейчас сказать, чтобы вы понимали, как выглядит деменция в головном мозге. У нас в головном мозге есть очень-очень много нервных клеточек, тех самых, которые, говорят, не восстанавливаются после стресса. Так вот, между каждой клеточкой и другой клеточкой есть нейронная связь. И когда к пациенту приходит деменция, эти нейронные связи начинают постепенно распадаться. Склеить обратно их невозможно никаким чудесным образом и никаким препаратом. Поэтому лечение деменции ограничивается. Первое – это противодементные препараты. Мимантин, алзипил и все другие препараты, которые имеют одно и то же действующее вещество, но разные фармакологические названия. Настроены эти препараты на то, чтобы приостановить последующий разрыв клеточек, последующий разрыв этих самых нейронных связей, там, где они еще целые. Те связи, которые разорвались, больше уже склеить невозможно. Поэтому деменция характеризуется прогрессирующим течением, в котором нет улучшений. Это только возможность приостановить процесс распада психических функций головного мозга. Память, интеллект, внимание, сосредоточенность, выпадение опыта прошлого, невозможность приобретения новых навыков и запоминания новой информации, а в последующем даже утрата каких-то бытовых элементарных вещей, возможность себя самообслуживать. Рано или поздно возникает у людей с деменцией, когда заболевание уже доходит до своей финальной точки. И очень часто к нам, психиатрам, обращаются люди со своими старыми родителями с просьбой госпитализировать их папу или маму. Да, мы можем это сделать. Но я сейчас хочу сказать правдивую информацию о том, что же происходит после того, как пациент попадает в отделение на лечение. Мы ему назначим препараты, их не так уж много, противодементный, который можно благополучно давать дома. Пациент с деменцией очень боится перемен. Для него довольно-таки стрессово и страшно находиться в новых обстоятельствах. Он дома-то начинает путать расположение комнат, перестает узнавать родных, а тут он оказывается совсем в незнакомой обстановке, с совсем чужими людьми. Старый человек, несмотря на то, что он уже хорошо болен, он испытывает очень большой стресс. А как мы знаем, стресс ни на кого хорошо не влияет. Это пагубное влияние на психику человека с деменцией. И, как правило, испытав такой стресс, да еще и длительный, да, пребывание в отделениях довольно-таки длительные, происходит ухудшение психического состояния больного. Вот поступил он без бессонницы, а, как правило, выписался, и дома родные говорят, теперь он еще и спит плохо. Вот хорошо задумайтесь над тем, стоит ли вести своего старого родителя в отделение. Да, вы скажете, а что же нам делать с таким человеком? Первое, конечно же, мы не будем терять надежду и полностью ставить крест на этих людях. Есть протокол диагностики и лечения, и мы обязаны лечить пациента противодементным препаратом, о котором я сказала ранее.
Если выражены поведенческие нарушения, агрессия, да, какая-то раздражительность, пациенты могут уходить из дома среди ночи, блуждать, ходить кругами по квартире, шуметь, топать, делать что угодно. Это всегда, конечно, большие риски. Оставленный газ, ну что угодно может произойти. В таком случае добавляются нейролептики. И да, люди плохо отзываются о нейролептиках, но очень часто нейролептики нужны пациентам, иначе если их не будет, будет намного хуже. Это я говорю про другие психические заболевания. А вот про деменции, тут у меня такое двоякое, честно скажу, отношение. Препараты имеют ряд побочных действий. Об этом никто не скрывает, ну, по крайней мере, я. Любой препарат имеет побочные действия. Нейролептик чуть тяжелее, скажем так. Так вот, назначая нейролептики пациенту с деменцией, очень важно на чаше весов взвесить, что мы хотим, выправить поведение или все-таки как-то справиться другими путями, но оставить соматическое, физическое состояние больного более здоровым. Мы должны учитывать, что организм ослабленный годами, хроническими заболеваниями и так далее. Это лечение, оно может благополучно проводиться дома родными. То есть эти препараты можно спаивать своим родственникам самостоятельно. И не обязательно для этого ложить пациента в отделение. Человек с деменцией требует круглосуточного надзора. Люди должны понимать, что в отделениях на одного пациента не стоит один санитар и медсестра, и невозможно углядеть за всеми больными. Один родственник может дать больше уход и надзор за своим родным, чем одна медсестра и санитар, у которой 40-50 пациентов в отделении. Об этом тоже надо подумать. Это очень сложно, это все понятно. Родным сложно управляться с такими старичками. Что же вы можете сделать? Помимо того, что вы обратитесь к психиатру и вам назначат действительно лечение, которое вы будете принимать дома, вы должны подумать о будущем своего родственника. Обязательно кто-то должен, ну, можно сказать, положить свою жизнь на кон в этом случае на несколько лет, чтобы ухаживать за своим старым престарелым родителем. По-другому никак. Нанимать частных нянечек, сиделок, которые будут присматривать за ним, пока вы находитесь на работе, к примеру. Можно оформить в частный пансионат пациента. Да, вы можете сказать, откуда же такие деньги, это все очень дорого стоит. Да, и у нас в стране это тоже стоит очень дорого. Но вариантов-то немного, альтернатив. Либо вы дома с ним, либо частный пансионат, где вы платите, и там дается профессиональный уход. Психиатрическое отделение, еще раз повторюсь, это краткосрочные какие-то вещи, подбора препаратов, хотя их просто раз-два и обчелся. О последствиях я вам сказала, нахождение в психиатрических клиниках людей с деменцией. Это правда, это суровая правда, и я вам об этом говорю, поэтому очень хорошо нужно подумать самим. Есть рекомендации в интернете, можно найти, как дома справляться с человеком с деменцией. Вплоть до того, что люди иногда обшивают поролоном стены и клеют везде указатели и картинки, которые пациент может узнать. Да? Находится ванная, вот помнит он там какую-нибудь мочалку в форме там клубнички, вот прицепили эту картинку на ванную, и старенький человек понимает, что вон там находится ванна, туда я пойду. Помнит он, что на кухне есть кастрюлька, картинку кастрюльки прикрепили на дверь в кухню, вот по ней он как по указателям и будет двигаться в квартире. Это большие труды, это колоссальные энергетические затраты, это большое нужно иметь терпение с такими родными. Но это частое довольно-таки состояние. Вы должны понимать, что вы не один человек с этой бедой. И кто-то сейчас точно так же с этим справляется. Я надеюсь, вы услышали всю правдивую информацию, что делать с этими пациентами. Но проблема еще остается открытой в том, что обращение к психиатрам уже поздновато, скажем так, происходит, когда противодементные препараты практически не дают никакого эффекта. Как узнать, что деменция началась, и схватить ее вовремя, я расскажу в следующем видео. Ну а вам всем здоровья!